прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Лисан Сабирова. И вначале коротко о главных темах выпуска. На пост так и не встали. Какие-то действия по спасению произвести уже не можем. На острове Золотой спасатели-добровольцы потеряли свой единственный пост. Подробности у Альбины Минибаевой. 200 авиакомпаний в Казани. Это тысячи и тысячи встреч. Соответственно, каждая встреча – это потенциальный маршрут. Каких новых маршрутов ждать татарстанцам с международного форума? Лина Зинатуллина. Законы электронной торговли изучают предприниматели Татарстана. Хочется все-таки понимать, от чего зависит рост. О новой программе поддержки Альбина Аслагараева. Когда путь в большой спорт начинается со двора. Например, упадешь, ты не обдерешь свою кожу, локти, ноги. Новую многофункциональную спортивную площадку в Казани оценил Сергей Хайдаров. Строили 2 месяца, а сгорело за 2 минуты. Полицейские Зеленодольского района выясняют, кто поджег пост добровольцев Освода на острове Золотой. Этот стационарный штаб мог помочь волонтерам спасти жизни десяткам тонущих, но даже не начал работать. Напомним, добровольные спасатели помогают МЧСникам как на суше, так и на воде. И сейчас в их рядах 560 человек. Это на 100 добровольцев больше, чем в прошлом году. Кому на острове помешал Освод, пыталась выяснить Альбина Минибаева. Тонуть. Ну что мы сделаем? Будем только на берегу сидеть и все. Максимум 10 минут от пристани Зеленодольска до острова Золотой, а оттуда в любую сторону Волги. Это место для добровольных спасателей, как золотое сечение. Поэтому и строили стационарный пост именно здесь, но его уничтожил пожар. Все, что находится сейчас вот здесь, вот примерно так все это происходило. Вот. Мы не можем в полном объеме обеспечить спасение именно на этой территории. 2 месяца ушло на то, чтобы построить пост, причем строили его добровольцы на собственные деньги. Остров Золотой мог быть открыт для спасателей круглый год. Оставались небольшие детали – покрасить и запустить штаб. Территория полностью закрытая деревьями, напоминающая даже бухту. Здесь удобно и пришвартовываться, и уплывать. Пост должен был заработать в начале июля. Но вместо этого спасателям-добровольцам нужно думать о новом месте – дислокации. Пока подозрения падают на местных браконьеров, часто спасатели на воде патрулируют вместе с инспекторами. Совместно с рыбинспекцией, с полицией. Естественно, такие соседи не нужны. Поэтому и произошел такой факт. Сейчас обстоятельства пожара выясняют полицейские Зеленодольска. Возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Нет поста. Значит, жизнь под угрозой. Сотрудники Освода объезжают и несанкционированные места для купания, которые в этом году уже унесли несколько десятков жизней. Так, в Казани в эти выходные между Чашей и Ленинской дамбой погиб 9-летний мальчик. Он утонул на глазах своих друзей, а пляжный сезон еще не закрылся. Народ в жаркое время доходит до 300 человек. И ребята с Освода патрулируют каждый день. 45 постов Освода по республике должны заработать в этом году. Планируют сделать их мобильными и на воде. Так надежнее браконьеры не доберутся до тех, кто спасает десятки жизней. Альбина Минибаева, Марат Сайдгараев, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. Птичий грипп долетел и до Буинска. На территориях отдельных частных подворий в этом районе республики установили карантин из-за вируса. Соответствующий указ сегодня подписал исполняющий обязанности президента Татарстана Алексей Песошин. Напомним, до того зараженных кур выявили в 16 поселках 6 районов республики. В зоне угрозы сейчас остаются 200 населенных пунктов. Болельщики готовы вернуться в Россию, но есть ли авиаинфраструктура, чтобы встретить и принять? И как выживать отрасли при нехватке федеральных денег, не повышая тарифы на билеты? В Казани сегодня открылся первый Евразийский форум гражданской авиации. Он собрал больше 200 представителей российских и зарубежных авиакомпаний и аэропортов. Каких новых возможностей ждать татарстанцам? Лина Зинатуллина.
Обычный человек из Гамбии не может прилететь в Казань и познакомиться с красотой и историей вашего края, жалеет посол Гамбии в России. Вот тебе и потенциал для нового направления. Нужно активнее развивать маршруты, и за этим здесь руководители и представители авиакомпаний, аэропортов, транспортных и туристических министерств. Здесь хорошо представлены российские авиакомпании, а так как авиакомпания ЛНР выполняет регулярные рейсы из Салоников в Москву, в Санкт-Петербург, в летний период это 14 направлений в России, поэтому нам интересно. Россия сейчас очень быстро развивается, и мы здесь, чтобы поддержать этот рост. Наша фирма помогает авиакомпаниям проанализировать рынок и понять, какие направления и в каких объемах будут им выгодны. На форуме Network обсуждают главные проблемы отрасли. К примеру, многие болельщики готовы вернуться в Россию после ЧМ. Справится ли авиаинфраструктура? Также на повестке развитие аэропортов в условиях нехватки федеральных средств и тарифная политика, которая не отпугнет клиентов, но и не обернется убытками для участников рынка. В части Российской Федерации очень важный вопрос налога на добавочную стоимость, который сейчас обсуждается. В частности, мнение большинства авиационных экспертов сводится к тому, что повышать НДС выше того уровня, который сейчас существует, не целесообразно с экономической точки зрения, с точки зрения влияния на экономику страны. Казань, как город проведения форума, представлена во всей красе на большом стенде. Вкусное направление для туристов и теплый прием для самих авиакомпаний. Вот такую дополнительную авиасервисную зону для обслуживания бизнес-авиации в будущем построят у международного аэропорта Казань. Уже в этом году были открыты новые рейсы по таким популярным направлениям, как Тбилиси, Батуми, Минск. Работа у нас по увеличению маршрутной сети продолжается, и уже, например, в эту пятницу у нас будет новый рейс в Махачкалу, достаточно такой долгожданный. Также у Казанского аэропорта запланированы переговоры с лоукост авиакомпанией «Победа» и расширение бюджетных рейсов по России и за рубеж. Форум будет работать до 1 августа. Тысячи встреч и переговоров, а значит сотни долгожданных рейсов и новых уголков мира, которые откроются для жителей разных регионов Евразии. Лина Изнатульна, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Новый двигатель торговли, который поможет взлететь продажам, сегодня презентовали предпринимателям. В республике заработала новая программа по поддержке малого и среднего бизнеса. Она подскажет, как вести виртуальный и реальный бизнес. Первую лекцию послушала и Альбина Салгараева. Недавно мы представили коллекцию для мужчин. Галстуки классические. Айгуль Сингатуллина – сооснователь бренда Татарчак Casual. Они создают современную одежду в национальном стиле вот уже 4 года. Продают через интернет. Сегодня пришла послушать, как электронную торговлю ведут более крупные фирмы. Я надеюсь получить информацию не о технологиях, а именно опыт. Какие ошибки были допущены, например, при инвестировании. И каждый пришел со своими вопросами и интересами. Сегодня в зале порядка 50 предпринимателей. Они из разных сфер, в основном малый и средний бизнес. Как успешно развивать свое дело в интернете, как создать узнаваемый бренд. С этими вопросами готовы помогать бизнесменам в Министерстве экономики республики. Предложили, надо с чего-то начать, начинаем вот с этого. Нужна обратная связь, нужна помощь, нужна подсказка. И я вам ответственно могу сказать, что с каждым предпринимателем, который примет решение воспользоваться этим продуктом, мы будем отрабатывать персонально, и, возможно, у каждого будет уникальный продукт. Новая программа Минэкономики позволит предпринимателям охватить максимальное количество потребителей, а покупателям сэкономить время на поиск товара. Таких семинаров пройдет еще 10. В процессе обсудят создание сайта, в том числе на иностранном языке, и брендирование своего товара. Также предпринимателям помогут с поиском потенциальных покупателей. Альбина Салгараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ Казань. Свыше полумиллиарда рублей выделят на реконструкцию очистных в Альметьевске. Канализационным сетям уже больше 40 лет, и ни разу они не ремонтировались. Сегодня глава района сообщил, что все необходимые документы в Минстрое уже подписаны, проект утвержден. Деньги на ремонт пойдут из 2 бюджетов – это федеральный и республиканский. Евгений Андрианов 12 лет живет в микрорайоне Западные ворота. Он соседствует с очистными. Неприятный запах, говорит мужчина, летом не дает покоя, особенно в жару. В последнее время вони меньше. Было много, сейчас меньше. Потому что очистные сооружения не работают. Это все элементарно. Заезжаешь, иногда воняет, иногда не воняет. Смотря откуда ветер, наверное. Оно и понятно, ведь очистные изношенные, а между тем город растет, и система не справляется. Поэтому пока горожане спасаются от запаха как могут. Ощущается. Окна невозможно открыть, вот особенно летом. Приходится действительно закрывать окна,
У кого есть кондиционеры, всем, конечно, хорошо. Очистные сооружения в Альметьевске были введены в эксплуатацию в 70-е годы прошлого века. И около 40 лет там не было капитального ремонта. Очень часто жители жалуются на неприятный запах. Система устарела настолько, что она не позволяет ощущать сточные воды до требуемых нормативов. Скоро все должно измениться. Сегодня на деловом понедельнике глава района Айрат Хайруллин сообщил, что все готово к реконструкции. Все необходимые документы в Минстрое подписаны. Проект утвержден. Есть подписанные документы, лимиты мы получили на реконструкцию очистных сооружений. Да, то есть теперь осталось, как говорится, на самом деле самый сложный участок работы. Это сделать это все. Сумма инвестиций очень серьезная. Это более $500 миллиарда рублей. Проблема очистных знакома и Казани. В городе сейчас строят новую станцию Заречье. Она разгрузит северную часть города. Кроме этого, водоканал Казани сейчас укрывает металлическими колпаками существующие очистные, чтобы не дать запаху просочиться. Юлиза Хамидуллина, Ирак Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. А на этом объекте инвестиции уже освоены. Сегодня журналистам презентовали новую многофункциональную спортивную площадку во дворе 35-го лицея Казани. Ее построили по республиканской программе. Таких спортобъектов по Татарстану сейчас уже почти 800. До конца года прибавят еще 100. Почему большой спорт начинается во дворе, расскажет Сергей Хайдаров. Теперь, проходя мимо 35-го лицея, можно увидеть только такую картину. Кто-то бегает, кто бросает мяч в кольцо, но большинство все же играет в футбол. С открытием новой площадки местных детей домой просто не загнать. Тут резиновое покрытие, очень удобно играть. Если, например, упадешь, ты не обдерешь свою кожу, локти, ноги. Оценивать новую площадку сегодня приехали не только журналисты, но и сотрудники инвестиционно-строительного управления. Объект должен соответствовать проекту и принятым нормам. Вход на новую спортивную площадку свободен абсолютно для всех. Несмотря на то, что она находится на территории школы, сюда может прийти абсолютно любой желающий. Главное сделать это до 9 часов вечера, и можно наслаждаться атмосферой футбола. Ребят, можно с вами сыграть? Кроме футбольных, эту площадку ждут баскетбольные и волейбольные баталии. Разметки для этих видов спорта предусмотрены. Есть и ночное освещение. Местные любители игры с мячом теперь тренируются чаще, чем Месси и Роналдо. Нам здесь нравится играть. Мы здесь играем каждый день. Мне нравится он, потому что в нем больше пространства. В прошлый раз была без этих бортов, и там всегда мячик улетал, и надо было за ним идти. А сейчас сделали такие заборчики, и мяч почти не улетает. Спорт должен стать образом жизни. Для этого и строит. Республиканская программа строительства спортплощадок работает в Татарстане с 2013 года. С начала реализации построена 791 площадка, порядка более чем на 1,8 миллиарда рублей. В текущем году у нас планируется 97 спортивных площадок. Не зарастет сюда мальчишечья тропа и зимой. Здесь зальют каток и устроят соревнования уже по хоккею. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Вперед, юный лесовод! Я недовольна собой, потому что некоторые задания были тяжелые. Какие задания приготовили для знатоков леса, увидел Дмитрий Аринин. Лодка на колесах, БРДМ и новый монумент. Как в Алексеевске отметили День военно-морского флота, увидел Салават Мухмадулян. К проблеме сохранения родных языков нужно относиться взвешенно. Депутат Госдумы Ильдар Гильмуддинов сегодня подвел итоги законотворческой деятельности весенней сессии. Парламентарий отметил, что депутаты выполнили поручение президента России, который призвал обеспечить родителей школьников правом выбора родного языка. При этом предмет «Родной язык» по итогам обсуждения законопроекта оказался в обязательной части учебной программы. Напомним, в Татарстане в прошлом году 69% родителей выбрали в рамках предмета «Родной язык» изучение татарского языка. Дальше спокойно, без какого-то политической составляющей. Нужно всем успокоиться, и родителям, и политикам, и общественникам. Те, кто нужно погружаться в проблематику изучения, сохранения родных языков, и спокойно дальше двигаться для того, чтобы изучение и сохранение родных языков реализовывался в полном объеме и как в системе образования, и за пределами школы.
Вместо каникул трудовые будни. Только этим летом в республике трудоустроено больше 20 тысяч школьников. В основном они заняты на подсобных работах. Хотя есть и те, кто соглашается на неофициальное трудоустройство. Сколько работают и зарабатывают школьники, узнал Салават Мухаммадуллин. Ловко срезают кусты, знакомятся с граблями и ухаживают за цветами. Этим школьникам, что называется, не сидится дома, но в хорошем смысле. Зарплата не самая большая. Например, на промышленном предприятии 7 тысяч. Для детей это скорее летний трудовой лагерь. В прошлом году я тоже хотел здесь работать, но у меня паспорта не было. Но я здесь научился подметать. Условия туда очень хорошие, нас обеспечивают оборудованием. Мы убираем тут территорию. В 10:30 у нас обычный перерыв, нам дают булочку с компотом. Желающих заработать свою копейку предостаточно. В Челнах из-за этого даже пришлось сократить рабочий день школьников до 2 часов. Наша цель — это не заработать здесь денег, не получить бесплатную почти рабочую силу, а дать возможность нашим детям узнать, что такое труд, найти себя. К основным видам работ детей относятся подсобная деятельность при ремонте школ и благоустройстве спортивных площадок, озеленение городов и подсобные работы на промышленных предприятиях. Но есть и такие работодатели, кто берет школьников на работу без трудового договора и в нарушении законодательства. Эти ребята трудятся рядом со станцией метро Дубравная. По их словам, работают по 8 часов в день с обедом. Зарплату им выдают в конце каждого рабочего дня. Я через друга нашел эту работу. И он меня позвал на нее, вот мы сейчас работаем уже несколько дней. В чем заключается ваша работа? Помогать строить дорогу. Что попросят, то делаем. Мужчины, которые работали с ребятами, представились прохожими и разговаривать на камеру не захотели. Есть ли у ребят договор, будет выяснять госинспекция труда, куда мы сообщили. Однако все же большинство, а это 20 тысяч школьников по республике, имеют на руках договор. 14-летний ребенок должен работать не более 4 часов в день, 15-летний не более 5 часов в день, а 16-17 лет 7 часов в день. Так дети со школьной скамьи узнают, что такое работа. Салават Мухаммадуллин, Лисян Ханова, Ильшат Мухаметов, Ленар Султанов, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Пока одни работают, то он продолжает учиться. Школьник из Нижнекамска Андрей Кобелев завоевал серебро на Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Праге. Всего в состязании приняли участие 300 школьников из 76 стран, в том числе 4 россиян. Всего сборная команда из России увезла с собой 4 медали. 2 золотые и 2 серебряные. А у них лесная олимпиада. Сегодня в Татарстане при поддержке Рустама Минниханова стартовал 2-й республиканский слет школьных лесничеств. 200 знатоков собрались в селе Лубяны Кукмарского района. Юным лесоводам предстоит пройти различные конкурсы, чтобы определить, кто же лучший. Домашним заготовкам детей поразился и увидел, над чем им пришлось призадуматься, Дмитрий Аренин. Поехали. Бавлинский школьник Михаил Лаптев вместе с папой-лесником уже тушил настоящий пожар. Так что справиться с картинкой пламени, что называется, дело техники. А вот в теоретических лесных заданиях он с напарницей по команде запутался в 2 деревьях. Мне очень нравится тут. Самое трудное задание только было растение определить. Лиственницу, липу перепутали. Правильно сажать деревья и определять, кто из живности им больше всего досаждает, также стали частью проверки делом для школьных лесничеств. Школьные лесничества появились в нашей стране в середине минувшего века. Детям более детально стали объяснять, что такое лес и что и кого в нем можно встретить. Вместе со знаниями распространялись и умения, как из даров природы сделать множество ценных вещей. Смотрите, какая кукла. Сейчас такие внеурочные занятия укоренились почти во всех районах республики. Сквозь тернии к звездам лесного дела идут более 1000 школьников. Сначала мы делали веточки из бисера. Делать декоративные деревья Надя Алякина научилась в Тетюшском школьном лесничестве. Девочка хочет, чтобы это увлечение переросло в профессию лесовода. Мне интересно разводить, например, лес, если это полезно, например, и нам, и всей окружающей среде. Из такой поросли лесоводов для отрасли республики как раз и хотят зарастить хорошие профессиональные кадры и как минимум получить просто ценителей природы. Мы должны выявлять
самых активных, самых прилежных желающих, а они есть на местах. Мы их должны поддерживать и таким образом способствовать тому, чтобы воспитали будущего лесовода. Леса – это легкие нашей планеты. Слет школьных лесоводов будет идти 3 дня. Лучших определят в личных и командных соревнованиях. Победители, благодаря поддержке Рустама Миниханова, получат множество ценных призов. Дмитрий Айрин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Кукмарский район. Сказка в парке Карлай. Сотни казанцев и гостей столицы стали участниками ежегодного городского семейного фестиваля «Парад детей» с благотворительной акцией «Дети детям». Этот фестиваль уже 7-й год подряд проходит при информационной поддержке радиостанции «Лав Радио» в Казани. Довольные родители и восторженные малыши. Парад детей с благотворительной акцией «Дети детям» собрал в парке Карлай сотни казанцев и гостей столицы. Такой праздник агентство «Браво» и «Лав Радио» устраивают уже 7-й год подряд. Уже не 1-й год поддерживаем этот грандиозный городской праздник. Просто потому, что мы любим детей и, в принципе, нам не чужды семейные ценности. Мы сюда, кстати, со своими семьями тоже приходим не только работать, но и развлекаться и проводить время. Еще это прекрасная возможность провести время вместе с нашими слушателями, потому что мы с ними обычно общаемся только в радиоформате, а здесь мы можем в формате городского праздника просто вместе повеселиться и насладиться классной атмосферой. Самое главное, что это праздник для всего города, для всех семей. Таких праздников нет, когда мы можем собраться, пообщаться, сказать друг другу, что мы друга любим, просто подышать воздухом и насладиться общением с самыми близкими людьми. Кульминацией парада стал запуск шаров. К флешмобу присоединились все собравшиеся гости. Шары улетели, вместе с ними и 7-й фестиваль, но уже в следующем году он снова вернется в столицу республики. Лодка на колесах, морской танк и 600-килограммовый якорь в центре. Так День военно-морского флота отметили в Алексеевске. В честь праздника в районном центре открылся монумент морякам и морским пехотинцам. Больше сотни матросов, офицеров, сержантов и ветеранов прошли парадом по местным улицам. Как гуляют моряки, увидел Салават Мухаммадуллин. День военно-морского флота в Алексеевске проходит именно так. Сейчас мы едем на БРДМ, это специальная машина морской пехоты. В общем, праздник у моряков. Под звуки клаксона броневика моряки отдают честь и поднимают Андреевский флаг. Среди десятков автомобилей лодка на колесах. Купили скутер, ничего особенного, со скутера мотор, жигулевский классический мост. Лодка «Прогресс-4». Все это воссоединили. Рядом с моряками их жены и дети. Одни просто гордятся, другие учат стихи в честь своих героев. Горжусь своим мужем и очень рада, что у меня такой есть мужчина. И, соответственно, его друзья тоже самые классные. Папа мой служил в морфлоте. Очень, папа, я горжусь. У меня тельняшка есть. Даже спать я в ней ложусь. Пока дочки старательно разворачивают флаг, их отцы начинают марш. В руках красные гвоздики, головы вниз. Смирно равняясь и минута молчания. Это уже по традиции у Вечного огня. Юрий Петров в Алексеевске – главный моряк, капитан 1-го ранга запаса Балтийского флота. На его счету 3 боевые службы. Глубинка Татарстана, России, а здесь как будто морская держава. Вы посмотрели, сколько моряков, это можно уже сформировать экипаж корабля. Место встречи экипажа из Алексеевска теперь монумент морякам и морским пехотинцам в центре поселка. В его создании участвовали 80 человек. Все своими силами. Рядом с мраморным камнем настоящий 600-килограммовый якорь. Его специально привезли из Нижнего Новгорода. Каждый скажет, вот мы там 30 лет назад даже, допустим, мы это сами, вот каждую плитку, вот эту плитку я ложил, каждую плитку я тер. В принципе, каждый здесь все делал. Мне будет лично приятно, когда я приду даже, допустим, с сыном или даже с дочкой, я покажу это все. Мы гуляем, празднуем, народ ликует в этот день. Мы больше всего уже для народа. Народу нравится этот праздник. Так широко и для народа отметили День ВМФ в Алексеевске больше сотни моряков и пехотинцев. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Алексеевский район. Такой была картина этого дня. Впереди еще спорт и прогноз погоды. Мы же с вами увидимся в 21:30. Модернизация – основа конкурентоспособности и залог эффективности промышленных компаний. Современное производство постоянно развивается, отвечая новым запросам времени. Внедряются новые технологии и новые принципы работы.
Повышается эффективность использования ресурсов и человеческого капитала. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир-2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное время.рф для лиц старше 16 лет. Bulg'ar radiosi taqdim eta 30 avgust Piramida konsertlar zalida Bulg'ar radiosining bayram konserti. Qatnashchilar Oydar Kalimov, Go'zal Urazova, Donir Sabirov, Ilsiya Badriddinova, Venera Ganiyeva, Filiz Qohirov, Rishod Tuhfatullin ham Totar estradasining populyar yulduzlari. Boshlana 18 soatda bayram konsertini taqdim etamiz. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Первый матч, первый дубль и первая победа. Футбольный клуб «Рубин» стартовал в новом сезоне. На стадионе «Казань-Арена» наши футболисты принимали Краснодар. Посмотреть на дебютный поединок обновленной российской премьер-лиги собралось более 13 тысяч зрителей. Рядом с «Казань-Ареной» работал фан-фест. Для болельщиков впервые открыли бесплатную парковку. Теперь все зависит от самой команды, и «Рубин» не подкачал. Команда вышла на игру заряженной на победу. Многочисленные атаки казанцев завершились дублем иранского нападающего Сардара Азмуна. На чемпионате мира он забить не смог, зато в первом же матче отличился дважды. Краснодар также не собирался сдаваться. Одна из атак гостей завершилась точным ударом Федора Смолова. Но гол игрока сборной России не помог соперникам избежать поражения 2-1. Очень устал, если честно. Казалось, что уже просто не могу, но главное было не останавливаться, туда-сюда бегать, потому что если бы встал, я уже не смог побежать, наверное. И спасибо болельщикам, что пришли. Хоть их было немного, но поддержку ощущали. И спасибо им большое, это победа в том числе и для них. В столице Татарстана завершился чемпионат мира по пляжному гандболу. Победителями стали женская сборная Греции и мужская команда Бразилии. И если победу бразильцев можно назвать ожидаемой, то греческие гандболистки сотворили настоящую сенсацию. Сборная дебютант чемпионата мира с первой попытки выиграла турнир. В финале им противостояла сборная Норвегии. Скандинавские девушки сумели сохранить преимущество до конца второго сета, и обладателя золотых наград предстояло определить в серии буллитов. У мужчин за золото также боролась Хорватия, но бразильцы в 5-й раз в истории стали чемпионами мира по пляжному гандболу. Теперь их наряду с футбольной командой этой страны можно по праву называть пентакампионами. Тем временем на мотодроме «Высокая гора» прошел мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ в рамках Кубка Поволжья. В соревнованиях приняли участие мотоциклисты от 7 лет до 61 года. Всего в борьбе за трофей приняли участие 76 спортсменов из 9 регионов России. Этап Кубка Поволжья проходит в Татарстане во второй раз. Соревновались любители и профессионалы в лично-командном зачете. Основной целью гонки является популяризация мотоциклетного спорта, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма молодежи, а также сохранение спортивных традиций мотоспорта республики. Цветы в награду за волю и активный образ жизни. В Нижнекамске прошел 5-й этап серии забегов «Тиммермен». Тысячи спортсменов разных возрастов вышли на старт грандиозного цветочного полумарафона. Основные трассы традиционно 3, 10 и 21 километра. Но в этом году были добавлены и дополнительные дистанции. Каким бы далеким ни казался финиш, никто из участников не сошел с дистанции. Полумарафон не зря называется цветочным. В конце пути девушки получали цветы, а мужчины – лавровый венок победителей. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Холодный атмосферный фронт резко понизил температуры, ветер усилился. Но в последний день уходящего июля температуры вновь повысятся. Более подробнее после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке
северо-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет солнечно, 24 градуса выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге осадки не ожидаются, тут плюс 25. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске 26 градусов тепла и также солнечно. Ясная и комфортная погода на северо-западе республики, до 26 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном переменная облачность, без осадков и плюс 25. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет ясно и тепло, 26 градусов выше нуля. В последующие дни температуры станут еще выше, ветер стихнет, осадки не ожидается. В Казани будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.